Кейінгі сөз депутат Қыдыралиевте. Рахмат, Нурбек Карыч. Шу мен суром вице-премьерге экономический блокқа жооп берген. Олег Михайлович, я, наверное, на русском обращусь, чтобы вам удобнее было. Меня очень сильно интересует, почему правительство на должном уровне не обращает внимания на наших мигрантов. Вот до этого министр финансов заявил, что за 24 года нашей независимости внешний долг Кыргызстана это составляет более 3 миллиардов 400 миллионов долларов, да? Ежегодно от наших трудовых мигрантов к нам поступает от 2 до 3 миллиардов долларов. И вот хорошо, что мы вот когда с вашей структурой ознакомливались, сейчас создали государственную службу по миграции, да? Раньше было только на уровне департамента. Раз есть такое явление, что каждый пятый гражданин Кыргызстана работает за рубежом, то есть мы экспортируем рабочую силу, вы согласны со мной, да? За это получаем доллары, может где-то один из таких составляющих, что пока еще сом сильно не упал, это может и являются наши мигранты, да? И вот посмотрели, 48 человек только в государственной службе. Можно было сделать там штатную единицу побольше, раз. Во-вторых, я сам работал руководителем диппредставительства в Казахстане соседнем. Я на деле знаю чаяние, какие унижения, оскорбления, какие трудности проходят наши трудовые мигранты. Если есть такое явление, может через 15-20 лет Кыргызстана у нас будет экономический рост, может у нас уже трудовых мигрантов и не будет. Вот как Южная Корея, Турция, они все через это проходили. Раз на сегодняшний день каждый пятый, шестой гражданин Кыргызстана где-то в России, Казахстане работают, мне кажется, вам надо было настоять, чтобы на должном... 10 секунд қош берді. Потому что мы же поняли, да? Никто у нас за сумму ничего не покупает, все покупают за доллары, да? То есть мы импортно-зависимое государство. То есть импорт у нас в разы превышает, чем экспорт. Доллар приносит в нашу страну, раз наши трудовые мигранты, вы как экономист, отвечающий за этот блок, должны были настоять, чтобы хотя бы не государственная служба, может, Министерство миграции нам надо уже открыть. Действительно, денежные переводы трудовых мигрантов на сегодняшний день вносят очень важный вклад в экономику, они формируют спрос, они поддерживают курс национальной валюты, как вы правильно отметили. И я бы хотел отметить, что когда стояла дилемма о присоединении либо не присоединении к таможенному союзу, и сейчас Евразийскому экономическому союзу, было много и плюсов и минусов, но проводилось исследование. Сейчас Кыргызстан переживает последствия волны демографического роста, то есть у нас постоянно на рынок труда прибывает трудовых ресурсов больше, чем потребность в стране. Соответственно, это научно обосновано, что мы какое-то определенное время еще будем являться страной, которая экспортирует трудовые ресурсы. И поэтому правительство стоит две задачи. Первая – это вот за счет модернизации экономики, переход на индустриальный тип экономики, создать рабочие места максимально и создать условия для того, чтобы мигранты могли трудоустроиться уже дома и никуда не выезжать. И второе направление, пока это моментально вопрос решить невозможно, следовательно, нужно было обеспечить соблюдение прав трудовых мигрантов. И вот в рамках договорной правовой базы Евразийского экономического союза эти вопросы были во многом отрегулированы. То есть на сегодняшний день трудовой мигрант, который находится в странах Евразийского экономического союза, в основном наши мигранты в большей степени там находятся, они наделены полным объемом прав и обязанностей, имеется в виду в формате трудовых взаимоотношений, точно так же, как и коренные граждане этих стран. Точно так же иммигранты из этих стран у нас в стране тоже получили такие же права. Поэтому во многом актуальность вот тех проблемных моментов, которые до последнего время были, они сняты. Но так как они на самом деле все равно еще остаются, действительно, сейчас правительством прорабатываются вопросы решения этих проблемных моментов. Рахмат.